Три слова, что такое Республика Коми. Это корни, характер и возможности. Я здесь вырос, мои предки отсюда. Здесь сформировался характер, здесь было много испытаний, и здесь невероятно много возможностей. Когда общаешься с людьми, которые живут в других странах, там просто некуда воткнуться. Вот ребята уехали в Канаду, весь рынок занят, здесь возможностей огромное количество. И возможности реализовать эти возможности не меньше, просто отлично. Вот дед Михаил Михайлович из Кайгородка, из деревни Кобра, в 1942 году ушел на фронт, когда достиг призывного возраста. 25 тысяч демобилизованных, тех, которые проявили себя, поставили директорами колхозов. То есть он был как раз вот этим 25-тысячником, возглавлял колхоз в Кайгородке, затем он руководил школой, был руководителем леспромхоза, лесопункта, то есть он всегда был руководителем, трудолюбивым. Вот это что касается такой коми-кайгородской линии. Мама, соответственно, работала в Обече, управляющей совхозом. А что касается отцовской линии, там тоже интересная история. В рамках Столыпинской реформы там моим предкам был дан участок земли в Кировской области. У них там было успешное хозяйство, в том числе там коровы, мельницы, в общем, все как тогда было у успешных крестьян. С тем наступила советская власть, и их раскулачили. Дед уехал работать в Мурманск, прошел Вторую мировую войну, вот, освобождал Норвегию и дальше работал у себя в селе. По сути, у меня крестьянские корни, и отец у меня был управляющим, был агрономом в совхозе, но по отцовской линии и отец, и дед, и прадед всегда были такими сильнейшими людьми в плане физического здоровья, силы. Отец в Кировской области, вот в селе Новотроицкого, он вел секцию по боксу, он всегда активно занимался спортом, всегда им гордился, старался равняться на него. Его результатов, к сожалению, я не достиг. Мизинцем я 2 пуда не могу поднять, а он 20 раз мог поднимать. То есть и отец был феноменальной силой, и его дед, и прадед, они были просто какими-то богатырями. Ну вот я закончил по стопам родителей аграрный университет в Санкт-Петербурге, но пошел работать, это был 96-й год, в Южной электрической сети. Начал свой путь экономистом, закончил в Южных сетях начальником финансового отдела. Затем меня пригласили в Комэнерго, и в Комэнерго уже у меня была такая очень сложная, интересная работа. Я занимался организацией работы по технологическому присоединению, по развитию Республики Коми. Затем уже возглавил блок капитального строительства и перспективного развития. Опыт руководить крупными проектами, начиная от идеи, от бизнес-плана и заканчивая строительством, технадзором, вводом в эксплуатацию. Вот, это, наверное, то, чем я занимался до того, как покинул эту гигантскую корпорацию. Это как раз вот такой момент очень интересно, что уйти с места, где достиг такого зоны комфорта, где все хорошо, у тебя есть четко очерченный круг обязанностей, есть огромная по тем временам зарплата, где ты уже там как рыба в воде себя чувствуешь, где все налажено, где у тебя есть машина, секретарь, водитель, бизнес-классы, перелеты, ДМС, страховки. Вот это вот комфорт, он сужает твои возможности. То есть вот хотелось достигнуть самому, то есть ты работаешь внутри системы, и ты просто там винтик. А хотелось создать что-то свое и достигнуть, наверное, в том числе свободы. Когда у тебя есть свой бизнес, это твоя свобода. Ты полностью сам принимаешь решения, сам отвечаешь за результат. И это намного интереснее. Когда я познакомился с многими людьми фитнес-индустрии в России, кто движет это, они, конечно, пальцем у виска крутили, как это в Сыктывкаре 250 тысяч населения построить фитнес-клуб там на 3,5-4 тысячи квадратов, что это невозможно. Тогда в миллионниках осторожно строили такие города, ни в одном 500-тысячнике не было еще проектов с нуля. Сейчас там через сколько уже прошло, наверное, 12-13 лет с момента решения. Сейчас понимаю, что это было какое-то безумие и отвага, большой риск, но на тот момент я не воспринимал это абсолютно. Это не было никаким риском. То есть я
по натуре исследователь, я там много исследовал, смотрел, какая доля вовлечения в фитнес в России, какая в Сыктывкаре, какая во всем мире, какие есть ориентиры, что вот Нью-Йорк, там самая большая доля, там 70-80% населения имеет фитнес-членство, сколько в России, и что мы так или иначе движемся туда, то есть вот доля рынка отличная, и этой возможностью нужно пользоваться. Тогда все вокруг строили торговые центры, инвестиции примерно такие же, казалось бы, доход в торговых центрах больше, но это уже кровавый океан, и там уже борьба за потребителя. А здесь гораздо интереснее, гораздо увлекательнее этот проект, он ближе по ценностям, по идеалам, то есть и потенциально я был там на 200% уверен, что все получится. Получили в 2016 году награду в Лас-Вегасе как лучший фитнес-клуб в мире за пределами США, то есть это The Best International. У нас было 3 финалиста, это клуб из Саудовской Аравии, клуб из Канады и наш. И при этом, честно говоря, вот по картинкам мне канадский клуб был просто очень достойный. Саудовская Аравия, там было все в золоте, такое арабское. И наш клуб в Сыктывкаре. И вот Сыктывкар победил Торонто и победил Саудовскую Аравию. То есть вот это на самом деле то, чем можно гордиться. Вот эта вот архитектура. Тут супруга у меня приложила много в части дизайна. Сам клуб проектировали американцы. То есть мы сделали все по международным стандартам. Это вот высота потолков 4,5 метра, 9 метров шаг колонн. Так, в принципе, строят во всем мире, но в России тогда еще так не строили. Везде были 6 метров шаг колонн, мы сделали 9, как требуется. Высота, все, вентиляция. Хотя первоначально у нас идея была, мы с Сергеем Михаликом обсуждали, это просто построить тренажерку. Построить тренажерку, потому что хотелось, то, что есть в Сыктывкаре, нас не устраивало. Мы любили тренажерный зал, нам нужно было там определенное оборудование, определенный сервис, определенное уважение всего персонала к тем людям, которые приходят. Вот чего не хватало, это вот именно такое составляющее гостеприимства. Вот, наверное, гостеприимство — это самое главное слово. То есть хотелось сделать клуб гостеприимным, чтобы тебя здесь знали, тебя здесь помнили, тебя здесь уважали, чтобы тебе было здесь комфортно, эмоционально. Были на заводе в Италии, и нам показывали, как они подходят к выбору, например, пластика. То есть вот когда ты берешься руками вот за эту ручку, было исследовано сотни фактур, тысячи человек были опрошены, это было выбрано самое лучшее, что может выбрать человечество. Когда приходишь в другой зал и другого оборудования берешь ручку, ты чувствуешь, что это уже что-то не то, что это уже там, не те эмоции, не та фактура. Поэтому вот каждая деталь, она очень подобрана. И сложности, они не связаны со строительством, там, с финансированием. Это обычные вещи, через которые проходят все предприниматели. Это всегда есть риск. Там, ты закладываешь имущество, там, жена там, боится, что ты останешься без гроша в кармане, что у нас все отберут. Ты уверен и прешь на пролом. А больше сложности — это формирование команды. Это вот в том, что не здание, там, не оборудование дает, а чтобы вот эта вот машина, она закрутилась, чтобы поток людей сюда, рынок, который не был готов к клубной модели, все говорили, что в Сыктывкаре никто не будет покупать годовые членства, что люди покупают разовые, что вот это вот удастся переломить, сформировать вот этот поток посетителей и сформировать, самое главное, вот сильную команду. Команду людей, которые болеют своим делом, которые вот именно гостеприимные, которые развиваются. Вот это было сложно. И сложно было работать не в рамках вот этих вот процедур, РАО ЕС, МРСК Северо-Запада, Россети, где все четко регламентировано, где у тебя внизу там 500 подчиненных, и все знают, что нужно делать. А здесь молодежь, которые у них свое понимание, они не привыкли жить по стандартам, и вот нужно как-то объединить общие идеи и научиться самому руководить такой командой. Это очень сложно, конечно. И вот мы сформировали 9 ценностей команды «Грани», провели обучение, и сейчас вот у нас идет первый недельный цикл, мы уже, наверное, на 7-й ценности. То есть я всегда лицо клуба. Вторая ценность: я всегда знаю наш продукт, потому что верю в него. Вот это вот очень важная ценность. Кстати, тоже интересно, мы год назад проводили эксперимент, платили девушкам, которые у нас стоят на рецепции, администраторам, премию за каждую посещенную групповую тренировку. То есть мы доплачивали людям за то, чтобы они ходили на наши тренировки. Почему? Потому что мы хотим, чтобы люди знали свой продукт, верили в него,
Значит, я всегда беру ответственность здесь и сейчас. Вот как раз то, что я говорил там про жалобы или еще про что-то. То есть мы берем ответственность и мы решаем эту проблему, мы доводим ее до конца. Я всегда готов помочь коллеге, я всегда забочусь о пространстве клуба, я всегда знаю имя гостя. Я всегда смотрю в глаза. Вот как раз сейчас ценность у нас, я всегда смотрю в глаза на этой неделе. Мы как раз сейчас вот отрабатываем с персоналом, как смотреть в глаза, почему, как это важно гостям. Я всегда предвосхищаю ожидания, я всегда развиваюсь и помогаю расти другим. Вот это вот как раз та ценность, которую вот я, про которую сегодня говорил. 9-я ценность, до нее мы дойдем через неделю. И дальше мы пойдем по кругу. И вот когда мы все будем пропитаны этими ценностями, это будет команда мечты. У нас управляющая сейчас Александра Владимировна Дьяконова. Она пришла к нам как клиент 10 лет назад. Она руководила в Сбербанке, руководила крупными проектами, командами. И сейчас вот у нее суперсила – это развивать людей. Вот ее сильная сторона – это развитие людей. И она развивает людей, заставляет их смотреть в одну сторону, учиться, узнавать что-то новое и двигаться всем вместе. То есть вот это вот уникальное качество, если говорить там про Александру Владимировну. Ну а самое главное – это тренерский состав. Это люди, которые выросли вместе с нами. Если первые годы мы приглашали на мероприятия лучших тренеров из Москвы, из Санкт-Петербурга, то сейчас уже никакого смысла нет, потому что наши на уровне лучших российских, тем более я ездил на многие международные конвенции, конференции, форумы, я вижу, как выступают лучшие тренеры во всем мире, наши 100% не хуже, во многих случаях еще и лучше. Здравствуйте! То есть 3 зала одновременно в 11 утра, причем в июле в 11 утра и полные залы, это вот в самом деле горжусь. Такого раньше на старте, такого вообще не было. У нас там было 800 клиентов, сейчас 3500 клиентов у нас. Вот у нас ровно за год прошло 7047 групповых тренировок для взрослых. Это не считая еще детских групповых тренировок, как у них тоже там от 1000 до 2000 прошло за год. И это тоже очень интересная история. То есть мы проектировали и строили клуб на месте существующего пятна строительства. И американские архитекторы, которые проектировали, они нам запроектировали 3-й этаж, он целиком из залов групповых тренировок состоит. То есть у нас есть 2 больших зала, плюс зал йоги, плюс кардио-кинотеатр, плюс общая зона функционального тренинга. То есть получается, что аномально большое количество залов групповых тренировок обычно строят фитнес-клуб, тренажерный зал, бассейн, 1 или 2 зала. У нас их больше в разы. Но когда я приглашаю европейцев, они говорят, это классно, потому что там тренд, там вообще нету тренажерных залов. Там все ходят на групповые. Но в России такого нету. И мы, наверное, единственный клуб в России, где у нас проходит до 50 групповых в день, если включая детские, без детских, наверное, у нас там до 40. У нас вовлеченность в занятия спортом в Сыктывкаре очень высокая. И езжу по другим регионам, там гораздо меньше. То есть сыктывкарец значит лыжник, это просто вот слоган, который действителен. То есть и вот эти лыжные династии, Бажуковы, Сметанины, невероятно. То есть тут всем прививают с детства спорт. Хамам, душ, виши. Сейчас посмотрим, надеюсь, никого нет. Замечательно. С анатомическими лежаками, то есть такое, первоначально мы создали СПА для того, чтобы удовлетворить, я с самого начала проектировал, что у нас будет полнофункциональное такое пространство. Через 4 года после строительства ввода в эксплуатацию фитнес-клуба мы построили СПА, и здесь люди получают массажи, обертывания, процедуры для фигуры. В первую очередь, наверное, ментальное здоровье, а в вторую очередь это физическое. То есть курсы массажа просто, я думаю, что каждому нужно проходить 2 раза в год. И год назад мы открыли пространство банное. Это моя старая мечта, и вот наконец-то она воплотилась. Это отдельный бренд внутри бренда, называется «Ты озеро». «Ты» в переводе с коми – это озеро. Это такое символичное название «Ты озеро». Оно олицетворяет или оно символизирует гладь лесного озера. Ты приходишь, у тебя в голове всегда много мыслей,
какой-то кавардак, ты не можешь успокоиться, у тебя много идей. И сюда приходишь в мир тишины и спокойствия, и все ритуалы выстроены на то, чтобы выровнять тебя эмоционально, чтобы ты уходил отсюда тихий, спокойный, как гладь лесного озера. Здесь много символизма. Вот тот же светильник наверху, это символизирует озеро. Вот эти яйца символизируют начало жизни. Затем у нас потолок тоже символизирует озеро. И чем горжусь, вот в прошлом году мы участвовали в конкурсе, у меня Евгения Николаевна, супруга, проектировала это пространство. Мы вошли в шорт-лист, это топ-5 лучших бьюти-пространств России. То есть таких бань, их вообще не существует в мире. Во-первых, с точки зрения экономики, это абсолютно проект некоммерческий. Потому что вот я сейчас тоже окунулся, встречаюсь со многими банными бизнесменами, и у них 30% это кухня, 30% это аренда и 30% это ритуалы. У нас нету кухни, у нас нету большого потока людей, у нас это настроено вот идеально здесь вообще быть одному. То есть вот это пространство парилки, где ты отдыхаешь, где тебя парят, где ты смотришь за тем, как горит камин. И в то же время вот мы все технологически, то, что самое современное, самое совершенно есть в мире в банном, вот это вот второе дыхание, где люди парятся и дышат свежим воздухом. Это печь, заполненная натуральным нефритом, где температура 550 градусов. Я это называю мини-акватермальным комплексом. Тоже повторяем зыбку, качель-колыбель. Этот бизнес стал по-настоящему семейным. То есть начинали мы вдвоем с женой, она успешный, талантливый дизайнер, она создавала здесь проект, дизайн, интерьер, помогала, советовала, консультировала. И в дальнейшем мы развиваемся. Вот это вот замечательное кафе она спроектировала, в прошлом году мы построили. Она создала бренд «Ты у озера», банный бренд, и вот это вся название, идеология, весь символизм, который там заложен, это все заслуга Евгении. Как бы мы вдвоем двигаем этот проект, но я очень рад, что вот дочку, старшую Полину, она вернулась из Аргентины, 3 года там прожила и возглавила здесь кафе, уже год занимается кафе и создает здесь, реализует себя. То есть она всю жизнь хотела заниматься ресторанным бизнесом, и здесь она постепенно развивает. Сейчас мы сделаем кухню, создадим меню. Это будет, она против правильное питание, за здоровое питание. Это будет, я вот уверен, что выйдет все потрясающе. И она себя реализует здесь творчески. То есть вот творческая площадка для реализации у старшей дочери. И младшая дочь вот только-только получила диплом Института дизайна, закончила колледж при Институте дизайна, сейчас поступает в британскую школу. И у нее диплом был как раз посвящен детскому фитнесу фитнес-клуба «Грани». То есть она создала героя, создала айдентику, создала по сути бренд. Сейчас на основе этого бренда, там, помимо того, что у нас будет стандартно там мерч, наклейки, дневники и все прочее, что мы будем детей окружать, мы из этого героя хотим создать узнаваемого персонажа, который бы вел ребенка. То есть говорить, как выглядит персонаж, наверное, рано, мы все это дело презентуем, но она вовлечена, и мы с ней вместе разрабатываем стратегию развития детского фитнеса, как вовлекать всех членов семьи. То есть вот этот вот герой будет давать задания детям, которые будет выполнять вся семья. Например, условно говоря, там, пойти там в лес, пройти там 10 тысяч шагов или увидеть там синицу. То есть сквозь вот этого героя мы будем развивать детский семейный фитнес. То есть, и я очень рад, что мы так вчетвером все вместе в этой упряжке двигаем, и каждый развивает свой творческий потенциал, свое начало там. Мне сейчас очень интересно там цифры, искусственный интеллект, я развиваю здесь. И супруга дальше думает, как улучшить грани, где что внедрить, как это все визуализировать. Дочка думает про ресторан, младшая дочь про детский фитнес. Вообще здорово. Когда мы строили, вот этого микрорайона еще не было. То есть это были обломки старого кирпичного завода. Многие покупают квартиры здесь, я слышал, не от одного человека, мы покупаем с видом на море. Они из этого окна видят, как люди плавают в бассейне, они сами наши клиенты, они смотрят, как другие плавают. Просто здорово.
Здорово, очень красиво. Вот тот Бьярма микрорайон, смотрите, вот современные здания, такие красивые, такие комфортные площадки там. Ну вот мы работаем для жителей Сыктывкара, и очень рад слышать тех клиентов, которые говорят, мы не уехали, потому что здесь есть фитнес-клуб «Грани». И хочется, чтобы эта связь, она оставалась, чтобы люди жили там, где их корни, чтобы они развивали то место, где выросли их предки, чтобы все стремились служить людям, думать о том, как улучшить жизнь вокруг себя, помочь другим людям. Достояние республики Коми — это люди, земля и дела. Все, что строим сегодня с любовью,